В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Претендуют 5 фирм. Завершился прием заявок на оснащение паспортного управления МВД Абхазии. Освоено 54 лимита. В Министерстве обороны поздравили абитуриентов, поступивших в военные вузы России. Футбольное поле не место для драк. Федерация футбола Абхазии призывает спортсменов придерживаться спортивных норм и принципов. Завершился прием заявок от подрядчиков на предоставление оборудования для оснащения паспортного управления МВД Абхазии. В открытом конкурсе приняли участие ряд фирм. Конкурсная комиссия при Кабинете министров рассмотрела 5 предложений от абхазских и российских предпринимателей. Рената Шакая продолжит тему. Участники открытого конкурса борются за право заключения договора на поставку оборудования в срок до 1 октября текущего года. Запечатанные конверты с предложениями фирм Цугурян Ливон Сухум, Степлоджи Москва, Мигролана Сочи, ЗАО Технологии Москва, Ассистем Сухум вскрыли в ходе заседания конкурсной комиссии. Конкурс был объявлен не на предоставление всего комплексного оборудования, а был разбит на 7 лотов. Как можно выиграть как один победитель по всем 7 лотам, так и 5 победителей в 5 лотах, 1 победитель в 2 лотах. Поэтому по каждому лоту предложение будет смотреться отдельно, и приниматься решение о выигрыше будет тоже отдельно по каждому лоту. Как отметил Шамиль Адзенба, приобрести оборудование, необходимое для создания новой системы выдачи паспортов, было решено в форме конкурса. Цель в том, чтобы все было максимально прозрачно. Участвовало 7 фирм, из них те абхазские наши фирмы, которые занимаются поставками такого рода оборудования. И плюс еще для разнообразия, говорится, для того, чтобы как-то выдержать все законы жанра, несколько фирм, которые за пределами Абхазии тоже. Выбраны они были произвольные, из опыта работы нас с ними. Прием заявок на участие в конкурсе проходил с 16 по 27 июля. Итоги будут объявлены в ближайшие дни. Рената Шакая, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством Заура Аджинджал в составе судей Тимура Шуния и Романа Кварчия отменила приговор суда города Сухум от 28 мая в отношении гендиректора ООО «ЮСК» Вадима Матуа и главного бухгалтера этого же общества Тимура Отырба как не отвечающий требованиям уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части их оправдания в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по договорам и контрактам, заключенным с иностранными юридическими лицами, а также обвинительный приговор в отношении Отырба по статье 194 Уголовного кодекса. И дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд города Сухум в ином составе суда. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. В Абхазии ежегодно увеличивается количество выпускников средних школ, предпочитающих профессию военного. Часть из них поступает в Сухумское высшее общекомандное военное училище Министерства обороны Республики. Другие по лимиту отправляются в военные вузы России. В этом году по просьбе министра обороны Абхазии Мираба Кишмария нашей стране было выделено 64 лимита в лучших российских вузах. Успешно сдать экзамены и стать студентами смогли 54 человека, среди них 2 девушки. Министр обороны Мираб Кишмария поздравил курсантов с поступлением и заверил в том, что их профессии будут востребованы на родине. Перечень престижных военных вузов, в которых учатся наши студенты, в этом году увеличился. Среди них военно-медицинская академия имени Кирова в Санкт-Петербурге, Академия связи и артиллерии, также военно-космическая академия имени Можайского. Необходимо сказать, что среди поступивших в российские вузы немало детей ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Все курсанты будут обеспечены жильем, им будет выплачиваться стипендия. По завершении 3 лет обучения им будут присвоены звание лейтенанта. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Абхазии рассматривает противоправные действия на матче в Гудауте и Тхуарчале. Федерация решительно осуждает оба инцидента и призывает спортсменов и болельщиков придерживаться спортивных норм и принципов. Об этом было заявлено сегодня в ходе рабочего совещания в Министерстве спорта, в работе которого принял участие вице-президент Виталий Габния. Репортаж Нисфы Аршба. Главная тема расширенного заседания в Министерстве спорта – ситуация с инцидентами на футбольных матчах в Тхуарчале и Гудауте. Речь идет о массовых потасовках, в которых участвовали болельщики и игроки.
Более того, на одном из матчей агрессию проявили в отношении судей. Я не говорю, что у нас все идеально тоже в футболе и все у нас хорошо. Но мы тоже какие-то, знаете, вот за 3 года, я имею в виду, были инциденты, конечно, но не до такой степени. По мнению главы Федерации футбола Абхазии, правоохранительные органы, постоянно присутствующие на матчах, тоже многое недоработали. Обвинение в свой адрес представитель МВД признал частично, сославшись на объективные причины. И главное из них – в нехватке людей. Обязанность мы себя не скидываем ни в коем случае. Мы будем делать то, что необходимо. Вы все прекрасно друг друга знаете. Пока вы порядок у себя внутри не наведете, ни один милиционер вам ни в чем не поможет. Есть ряд проблем, которые не позволяют Министерству спорта работать в полную силу. Однако это не повод позволять себе противоправные действия, уверены собравшиеся. Они также были едины во мнении, что в отношении зачинщиков и участников драк необходимо принять самые жесткие меры. За время проведения спортивных мероприятий, это не только футбол, это другие виды спорта. У нас бывают такие моменты. Спорт — это и веселье, и мероприятия, и иногда и драки тоже. Все должны делать, чтобы это не повторилось. Вице-президент Виталий Габния поднял вопрос подготовки к чемпионату мира по футболу КАНИФА-2016. По его словам, мы должны провести мероприятие на должном уровне. Говорить о том, нужно это Абхазии или нет, конечно, нужно. Мы уже проводили один чемпионат по домино, и тот имидж и тот информационный повод, который для Абхазии мелькал в средствах массовой информации, он на самом деле дорого стоит. По предварительным подсчетам, мировое первенство КАНИФА-2016 обойдется государству в 15-20 миллионов рублей. В чемпионате планируется участие как минимум 16 команд. Значит, для проведения полноценного спортивного мероприятия такого масштаба нужны будут лучшие стадионы страны. Для согласования всех деталей предстоящего международного турнира в Абхазии ждут делегацию КАНИФА. Вице-президент Виталий Габния предложил создать рабочую группу, которая в кратчайшие сроки изучит ситуацию и представит президенту проект проведения мирового первенства. Нисфарш Бастамур Гожба, Абхазское телевидение. Вышла в свет новая книга военного историка, кандидата исторических наук Валико Пачули «Абхазия в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Издание посвящается к 70-летию Победы. Книга отпечатана в Сухумском доме печати в количестве 500 экземпляров, рассчитана на историков и широкий круг читателей. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. Книга Валико Пачули о военном вкладе многонациональной Абхазии в общую победу советского государства над фашистской Германией, о ходе боевых действий в горной части республики, помощи местного населения защитникам Кавказа, борьбе с германской разведкой на территории Абхазии. В книге представлены документальные источники, подтверждающие факты о величии подвига абхазов в тылу и на фронтах войны Великой Отечественной. Я изучал боевые действия в горах Абхазии. Угорские, Марухские, Санчарские перевалы. Немцы, как они спускались, какое было сопротивление. Все подробности в этой книге на основе документов Центрального архива Министерства обороны Советского Союза. На один момент, момент такой, что я обнаружил. Именно 14 августа 1942 года немецкие войска из Эдельвейса, из дивизии, известной Эдельвейса, перешли главный, то есть Кавказский хребет в районе Охотского перевала. И вы поняли, о чем речь идет. 14 августа немцы перешли, и 14 августа, как вы знаете, и грузинские войны пошли в Абхазию. То есть какое совпадение. В книге приведены факты о замысле Лаврентия Берия депортировать абхазов и провале этой идеи, которая могла бы стать самой трагичной страницей в истории нашего народа. Эти и другие немаловажные вопросы находятся в поле зрения автора. Все это для чего делалось? А для того, чтобы депортировать абхазский народ в Сибирь. Абхазский народ избежал, уцелел от депортации благодаря
своего героизма. Во время работы над книгой «Абхазия в Великой Отечественной войне» составитель использовал значительное число архивных материалов, источниковедческих и военно-исторических трудов. Приведенные в книге факты не оставят равнодушными читателей, помогут ощутить дух того времени, оценить и понять важность лепты, которую внесла Абхазия в общую победу советского народа над коричневой чумой XX века. Рената Шакая, Стамур Гошба, Абхазское телевидение. Вот уже 14 лет абхазские и российские археологи регулярно проводят раскопки на горе Джантух, на месте так называемого Джантухского могильника в Тхорчалском районе. Идут они и в эти дни. За это время были найдены многочисленные находки в виде украшений, боевого оружия, различных фигурок животных, ритуальных предметов. Памятник в целом меняет представление историков о появлении железа в Абхазии. По словам директора Госмузея Аркадия Джопуа, появление железа на территории Абхазии традиционно относят к 8 веку до нашей эры. Но во время раскопок в Джантухском могильнике были найдены предметы, которые позволяют сказать, что железо появилось здесь гораздо раньше. Сотрудник Института археологии Российской академии наук Александр Скаков отметил, что благодаря раскопкам впервые в Абхазии найдена масса уникальных вещей. Для Абхазии памятник уникальный. В Абхазии такого тоже не было. Но даже могильники Цибельды жили меньше. Знаменитые могильники Цибельды. Вещей найдены, это не сотни, не тысячи, это уже гораздо больше. Это уже десятки тысяч вещей. Это и украшения, бусы, подвески, это и очень разнообразные подвески, украшения в виде животных, заморфные подвески. Животные очень разные. Видимо, то, что делалось в виде зверей подвески, это отражало духовный мир древнего населения этих мест. Это керамика, это оружие, это части костюма, например. Пряжки, булавки, части головного убора, например, пояса. Масса вещей уникальных, которые найдены впервые не только в Абхазии, но и вообще на всем Кавказе. Здесь. То есть могильник вообще-то уже вошел в мировую историю. В рамках 14-го фестиваля «Хибла Гирзмава» приглашает, в Сухуми пройдут 2 концерта. 30 июля в 20 часов в драматическом театре имени Самсона Чанба состоится гала-концерт с участием народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмава, в котором прозвучат дуэты и арии из опер в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. А на следующий день, 31 июля в 19 часов в Государственной филармонии пройдет концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина в сопровождении группы «Эсперанто». Еще в начале июня администрация столицы объявила конкурс на лучшее цветочное оформление фасадов домов, балконов и прилегающих к домам территорий. Сотрудники администрации Сухума рассмотрели поданные заявки и побывали на объектах. Вместе с ними в процессе участвовали наши корреспонденты. Подробности в материале Налы Мукуба. Признаки лета, обилие красок, цветы, зелень радуют нас повсюду. В последнее время мы можем наблюдать увеличение домов и балконов в многоэтажках, украшенных цветами, что свидетельствует о росте интереса населения к дизайну фасадов. Администрация Сухума решила использовать этот интерес и провести конкурс на лучшее цветочное оформление домов и территорий. Если каждый человек у нас в городе отнесется с любовью к окружению своему, у нас город будет цветущий, несмотря на то, что на сегодняшний день мы видим такую разруху. Просто нужно приложить немножко руки души и любви. Конкурс будет оцениваться в нескольких номинациях. Лучшая благоустроенная территория, прилегающая к объектам потребительского рынка, лучшая благоустроенная территория, прилегающая к предприятиям, организациям и учреждениям, лучший двор и лучшее оформление балкона на улично-дорожной сети. За первые места предусмотрены денежные призы от 5 до 20 тысяч рублей. Призы и почетные грамоты за вторые и третьи места. Я думаю, что это будет хорошим началом, и на следующий год мы планируем вообще в бюджете предусмотреть цветочное оформление города, потому что город Сухум всегда отличался именно изобилием цветов. Заявки на участие в конкурсе горожане могли подавать до конца июня. К сожалению, их всего 15. Среди них 2 частных дома, гостиницы, детские сады и другие учреждения. Ресторан «Ирцах» в их числе. Его сотрудники уделяют большое внимание дизайну интерьера и фасада, понимая, что отдых и трапеза должны проходить в приятной обстановке. Мы в нашем ресторане стараемся не просто накормить гостей,
а чтобы гости здесь, ну, как говорится, отдыхали. Чтобы они приходили сюда и просто отдыхали душой. Вкусно поели, само собой, потому что это ресторан, и видели всю вот эту красоту вокруг. Организаторы конкурса сейчас подводят его промежуточные итоги. Есть надежда, что конкурс станет хорошим стимулом для всех горожан, и совместные усилия властей и жителей столицы сделают город более ухоженным. Нала Мукбабислан Джиджолия, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 31 июля. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.ministru@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 часов вечера у колоннады на набережной Махаджиров в Сухуме вы можете записать видео «Вопрос министру». Итак, в эту пятницу 31 июля гость студии министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 60 рублей 22 копейки. Евро 66 рублей 62 копейки. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 22-24, днем плюс 31-33 градуса. Температура морской воды плюс 26 градусов. По Сухуму небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 23, днем плюс 32 градуса. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.